Бекир Умеров в национальном движении с детства. Еще школьником, учась в 8 классе, он писал и распространял листовки, подписанные аббревиатурой КТБ – Крым-Татар Балалары. И тогда же стал объектом интереса спецслужб СССР. Имя Умерова стало известно в каждой крымско-татарской семье в 1987 году. Тогда, во время перестройки, национальное движение активизировалось. Повсюду, где жили крымские татары, проходили собрания, митинги. Делегации представителей народа направлялись в Москву, чтобы добиться встреч с руководством страны. Все это имело одну цель – добиться возвращения крымских татар из ссылки домой, в Крым. В мае 1987-го Бекир Умеров объявил голодовку, требуя таким образом встречи крымско-татарской делегации с Михаилом Горбачевым. Голодовка длилась целых 30 дней и закончилась только после письма от знаменитого ученого и правозащитника Андрея Сахарова, попросившего Умерова сохранить свою жизнь для народа и своей семьи. Но эта акция сыграла огромную роль. Сотни крымских татар, вдохновленные мужеством этого человека, отправились в Москву, чтобы провести первые в Советском Союзе массовые акции с требованием вернуть своему народу право жить на родной земле. Московские события 1987-го вошли в нашу новейшую историю, как отправная точка массового возвращения в Крым. Бекир Умеров – личность, ставшая частью этой истории. Поэтому на встрече с молодежью ему было что рассказать. Если время назад повернуть, как бы ты себя повел? Ну, беледи бекім, я больше не буду, бір şey айтқан olsam, бұл бекім беледи еңгілік olur маға бұл комиссияның қарарында. А мен олғаннан айттым, если время назад повернуть, я бы писал листовки более осторожно, я бы почерк менял бы, я бы копированные бумаги спрятал бы. На встречу с Бекиром Умеровым пришла активная крымско-татарская молодежь, школьники, студенты, а также члены национального движения. В процессе дискуссии не только вспоминали события прошлого, но обсуждалось много насущных вопросов. В том числе много говорили о важности сохранения и изучения родного языка. Шынды Крым içinde, bütün dünya içinde Крым татар тіл мұйты olған ер қалмады. И onun için тіл мәселесі қиын. Ең қиын yerimiz тіл. Не үшін мен кескінлештірем, çünkü бұл бір вақыт деңішер, яқыш тарафқа деңішер, иншалла. Ama o vaqtın beklегенше бізге халқымыздың зеңгіліктерін қалдырмақ керек. Ол біріншіден тіл, урф әдеттеріміз, ең қорқынышлысы тіл. Тілін жойсақ, егер соны тіклемeye daha ziyade қиын olur. Sizde bu benim babam açıl hakkında pek meraklıydı çünkü pek ağır ve benim babam öyle şeyler yapkan idi hakkında ve mektepte ano diktant hakkında, сочинение hakkında nasıl onu tapmakan idiler pek meraklı çünkü galiba tek filmlerde öyle ola anda benim babam için. Bugünkü merasim pek faydalı geçti. Yaşlar gelgen için böyle malumatlar alğan için pek elbette kuvvanamız. Я не очень хорошо знаю свой крымско-татарский язык, родной язык, но благодаря сегодняшней встрече я сделала вывод, что мне нужно изучать свой родной крымско-татарский язык. Историю национального движения должна знать молодежь. И вообще историю нашего народа, те трудности, с которыми народ столкнулся. Böyle tedbirler pek emniyetlidir. Biz Bekir Efendi gibi insanlardan örnek almalıyız. Yaş nesilge Bekir Efendi'nin nesli ocağı bir nesildir. Подобные встречи очень важны для молодежи. На таких встречах молодежь может услышать вживую истории, героические истории, которые происходили во времена Советского Союза, как наш народ боролся с тем режимом для того, чтобы сохраниться, вернуться на родину. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов и самого Бекира Умерова за очень теплую, за очень интересную встречу. Больше всего мне запомнилось, как Бекир Ага писал листовки, учась в 8 классе. Это ведь нужно обладать таким мужеством и не бояться последствий. И это очень мотивирует.
Сам Бекир Ага признается, ему было приятно, что молодежь интересуется своей историей, и ей не безразлична судьба своего народа, его культуры и языка. Çok memnunum bugünkü görüşümden. Allah sağlıklarını versin bu görüşümün teşkilcilerine. Sağ olun misafirler. Men çok memnun oldum. Bugün yaşlarda iştirak etti. Bizim akranlarımız da var ediler. Hepsinden görüştük. Akıl fikir paylaştık. Men çok memnun oldum. Sağ olunuz. Организатор встречи студия «Кара Денис Продакшн» планирует продолжать проводить встречи с ветеранами крымско-татарского национального движения. Ведь это так важно – сохранить связь поколений, знать, на какие жертвы шли наши отцы и деды, через какие трудности им пришлось пройти для того, чтобы мы сейчас жили в Крыму.